Однако проблемы с несовершеннолетними правонарушителями все же имеются. 90% – это магазинные кражи. Зачастую, чтобы что-то утащить с прилавка, дети собираются в небольшие группы. Возможно, их и принимают за так называемые банды. С начала года было расследовано 19 таких эпизодов. Каждый с участием несовершеннолетних. Виктория Денисова о том, почему дети приступают к черту закона и как нам, взрослым, их от этого предостеречь. И ты отсюда выходи, сейчас за 5 сек вызову полицию и поедете. Ролик из интернета. На кадрах конфликт. Юные посетители магазина попытались стащить шоколадную пасту. Да не тут-то было. Продавец помешал. Молодым людям это не понравилось. Как следствие, угрозы и ругательства. Один-один вылезите. Один-один. Пошли выше. Он не Все, парни, давайте, идите. А вот и не менее известная история. Случай произошел в феврале, все в том же сыктывкарском супермаркете. Компания девочек с кулаками набросилась на женщину, которая попросила их не ругаться и вести себя поскромнее. Мальчики, помогите, кто-нибудь, помогите, вы что? Они же убьют ее. Стащить из магазина что-то по мелочи, завязать драку, увы, таких случаев не единицы. Возраст преступников варьируется от 14 до 17 лет. Казалось бы, дети, а уже по ту сторону закона. Причины у каждого свои. Где родители не доглядели, а где свой вклад внесли интернет и современные технологии. Основная роль – это все-таки средства массовой информации, это телекоммуникационная сеть интернет, откуда смотрят они различные эти приложения. Сейчас новые появились тиктоки и так далее. Довольно жесткие и такие провокационные игры, на которые дети тоже обращают внимание, начинают подражать таким героям. Да? Одна из причин и чувство ответственности, вернее его отсутствие. Зачастую подростки идут на преступления, зная, что останутся безнаказанными. Тут начинаются проблемы у родителей или опекунов. Ведь вина за проступки ребенка всегда лежит на плечах взрослого. Методы убеждения тут применяются. Есть у нас центр психолого-педагогической реабилитации, где специалисты также могут провести разъяснительные мероприятия в части правовой позиции родителей. Поэтому считаю, что здесь только работать индивидуально с каждым родителем, и все-таки не сдаваться и настаивать на своем, что за все у нас несут ответственность родители, пока дети у нас не выросли. Работать над собой и быть примером – вот что важно. Если ребенок свернул с правильного пути, то ему нужно помочь. В такой момент как никогда важна поддержка взрослых. Именно от нас зависит, встанет ли ребенок на путь исправления или нет. Виктория Денисова, Марина Ладанова, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.